На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. 15 августа в Абхазии – День добровольца. 30 лет назад, 15 августа 1992 года, на второй день грузино-абхазской войны, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с Султаном Сосналиевым. 2310 добровольцев участвовало в боевых действиях. Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны, в том числе более 50 человек из Чечни, более 50 из Кабардино-Балкарии, 11 из Карачаево-Черкесии, 8 из Украины, по 7 из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 из Северной Осетии и Турции, 4 из Ингушетии, 3 из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши. Кроме того, 106 добровольцев из разных городов России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Владивостока погибли, защищая Абхазию. 51 доброволец удостоен высокого звания Героя Абхазии. До 300 человек награждены орденом Леона и до 700 медалью за отвагу. Впервые торжественно День добровольца в Абхазии отметили 15 августа 2012 года. Если твоему соседу плохо, ты же должен прийти помочь соседу. Но если, говорит, целая нация находится в опасности, то тем более, говорит, если ты мужчина, ты должен быть там. И ты никогда себе этого не простишь. Я получил благословенной матери, и мы поехали. Целыми семьями уходили на войну. Это был действительно порыв души. Для нас только один лозунг – смерть или победа. Я думаю, Абхазия обретет свободу. Я думаю, ту кровь, которую пролили добровольцы, не называя национальности, она пролита не зря. Воспитание дома и правила такие. Вышел, значит, покажи и умри. Надо красиво умереть, даже уметь. Я, например, жажду это в жизни, чтобы мне... Вот, ну, уже сейчас уже нету такого, вот, куда-то мне забросили, сказали вот отдать свою жизнь. Я бы с большой радостью это отдал бы. И в каждом бою с нами флаг был. Мы даже перед каждым боем целовали это, и абхазское, и кабардинское. Он нам придавал больше духа, что ли, или уверенности. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстаза расику псадгелу». «Жизнь – это Родина». И рядом надпись на адыгском языке – это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». В Абхазии прошел ряд мероприятий, посвященных Дню добровольца. В городе Героя Гудаута состоялись церемония возложения цветов к памятнику добровольцев, фотовыставка в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар, праздничное мероприятие, посвященное 30-летию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии во Дворце культуры имени Досания. Специальный репортаж Анастасии Никоновой и Сасрыква Агуха из Гудауты смотрите после выпуска новостей. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Сосналиевым. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны. Добровольческое движение показало, что такое братская помощь и поддержка, заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня добровольца президент Абхазии Аслан Бжани. Уважаемые соотечественники, дорогие добровольцы, искренне поздравляю с Днем добровольца. В этом году, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа
Султаном Асланбековичем Соснариевым, добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны. Спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба обратился к добровольцам-ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. В обращении, в частности, говорится: «Сегодня мы выражаем чувство искренней признательности всем, кто, руководствуясь нравственными принципами, вместе с нами прошел суровые испытания в борьбе за свободу и мир на абхазской земле. В нашей стране высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которое стало значимым фактором в ходе Отечественной войны. Война показала нерушимость традиций дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. Парламент Республики Абхазия готовы в дальнейшем поддерживать работу организаций ветеранов-добровольцев, участников Отечественной войны народа Абхазии, осуществляющих свою деятельность в республиках Северного Кавказа. Укрепление этого сотрудничества будет способствовать решению многих стоящих перед нами задач». Конец цитаты. В Общественной палате Абхазии 12 августа состоялась встреча с добровольцами. На встрече боевые товарищи делились воспоминаниями, обсуждали насущные проблемы. Он как бы и праздник, и не праздник, потому что с этого дня уже начали погибать люди. Хотя и до этого абхазцы начали погибать в сопротивлениях. Но он еще, конечно, он и праздник. В этот день объединилась весь Кавказ объединился. Весь Кавказ. Надо воспитывать молодежь, говорить им надо, чтобы они помнили эту войну. Ведь война, для войны самый большой враг – это человеческая память. Пока человек помнит, этой войне не быть. Как только человек забудет это для войны, действие для войны открывается калитка. Надо помнить войну, говорить, как было тяжело. Было же тяжело, действительно. И особенная благодарность женщинам абхазским, которые никуда не уехали и кормили тем, что у них есть. Последним. Каждый абхазец, каждый человек старался пригласить добровольца в дом, чтобы его накормить. Расширенную видеоверсию встречи добровольцев в Общественной палате смотрите в нашем сегодняшнем эфире. В День добровольца секретарь Общественной палаты, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба вместе с членами организации навестили Маргариту Александровну Бардадым, мать Александра Бардадыма, добровольца, погибшего за свободу и независимость Абхазии. Военнослужащие Минобороны Абхазии участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж» в рамках «Арми-2022». Как сообщает Апснепресс, на военном полигоне города Баркисимета, Венесуэла, прошли тренировочные стрельбы, где наши стрелки показали хорошие результаты. За право получить титул лучшего снайпера будут состязаться представители Абхазии, России, Венесуэлы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы. В период с 13 по 27 августа участникам международного этапа конкурса «Снайперский рубеж», проходящего в рамках армейских международных игр, предстоит продемонстрировать умение действовать в составе команды, а также высокий уровень индивидуального профессионального мастерства, физической и психологической готовности. Представители Абхазского народного движения, республиканской организации Айтгалара и молодежной организации Апейпш в день начала Отечественной войны народа Абхазии посетили памятник павшим в первом бою против грузинских агрессоров героям Абхазии на подъезде к городу Ачимчира. Представители АНД, Айтгалара и молодежной организации Апейпш также возложили цветы у мемориала в парке Славы в Сухуми и почтили память первого президента Абхазии Владислава Арцемба у мемориала в селе Нижняя Шера.
Абра иахьа изылшоз аҿар зегьы ҳааит. Улахь еиқәызҵо адаҟьа август жәиԥшь, зқьи шәиԥшьыни жәаҩа шықәсазы ишаҳдыруа еиԥш ишырдыруа зегьы Аԥсны зегьы ақырҭуа мпыҵахалои Аԥсны дақәлеит. Раԥхьатәи аиҿыхарақәа аброуп иахьымҩаԥысыз, абра иҭахеит хҩык. Августа – это трагичная дата для всего народа Абхазии. Мы, как молодежь, обязаны чтить эту дату. Сегодня мы уже успели возложить цветы у памятника первым погибшим. Сейчас мы находимся в парке Славы. Здесь тоже возложили цветы и собираемся отправиться к мемориалу Владислава Григорьевича Арзанова. Владислав еиҳа аамҭа ныцәгьаз аԥсуа жәлар еидызкылаз Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо аԥхьагылаҩ ҳактәи ҳапрезидент ари ҳгәаҿы иԥсы ҭоуп. Еснагь абри нагӡалатәуп, абри аҿар идырбалатәуп. Гәалашәара мыӡроуп абри аибашьра иҟалаз иҭахаз убырҭ зегьы рыбзоуралоуп. Ҳара иахьа абра ианаҳҭаху, ишаҳҭаху аԥсышәала ҳцәажәо, аԥсышәала ҳаҩуа, ашәҟәқәа ҳрыԥхьо, аҿар еиҵа ҳааӡартә еиԥш аҭагылазаашьа зегьы ҳазҭаз Владислав раԥхьа днаргыланы зегьы иҭахаз абарҭ рыбзоурала ҳара иахьа иаҳмырԥхашьароуп сгәы иаанагоит. Руководитель Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук Олег Домения отмечает сегодня 85-летний юбилей. Олег Домения был депутатом парламента Абхазии первого созыва, участником национально-освободительного движения абхазского народа, является одним из авторов известного абхазского письма 130. А нам важно было письмо, которое реально и адекватно отражает и выражает то, что происходит сегодня в абхазском обществе. Содержательное в середине письмо. 70-х годов. А чтобы это отразить в письме, надо было изучить. Мало ли что там кто-то что-то говорит, недовольство выражает на улице и прочее, прочее. Надо было документы собрать. Вот где у нас возникли очень серьезные проблемы, их достать было не так-то просто, потому что речь шла о секретных документах. И, кстати говоря, она, слава богу, жива. В Абхазском пединституте работала Люда Авицба. Она жива еще. Она жива, слава богу. Она работала в секретном отделе пединститута. Меня направили к ней за одним документом. Вы, говорит, можете не говорить ей. Она, говорит, знает, что вы нуждаетесь в этом документе, она вам передаст. Она мне этот листочек передала, не сказав ни одного слова. И я взял, не сказав ни одного слова, потому что подслушивалась уже тогда. Она тоже могла погореть на этом деле. И вот так мы собирали документы, и собралось этих документов, значит, 2 крупные папки. У нас не только это письмо было, и еще 2 письмо было, еще более сильное, потому что в этом письме констатируется реалии. Только в редких случаях, в очень важных случаях ссылки даются. Но огромное количество материалов мы имели, располагали, и мы положили Бровикову на стол, Шеварднадзе на стол, Колбину на стол положили. И им тяжело было ответить. Они сразу же, конечно, это думали, что сперва пустили такую версию, что не может быть, чтобы Абхазии написали на таком языке, на таком русском грамотном языке, чтобы Абхазии могли бы кто-то написать. Значит, версия была такая, что кто-то, по всей вероятности, им написал. Но потом эта версия не подтвердилась, когда мы стали
с ними в контакты входить, вернее, они нас вызывали, допрашивали, представители следственных органов, представители партийных органов, руководящих органов спрашивали поодиночке. Да. Но когда убедились в том, что мы обладаем огромным количеством материалов, фактов и так далее, им пришлось, конечно, снизить накал. Историями жизни и политической деятельности Олег Домения поделился в передаче «Биографический салон». Смотрите выпуск проекта в нашем эфире. Алхаз Квицини, освобожденный 12 августа указом президента Аслана Абжани о должности руководителя администрации президента Абхазии на основании личного заявления, выступил с обращением к соотечественникам. В тексте обращения, в частности, отмечается: нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. И тем не менее, на протяжении всего этого времени я увидел и обратное. Вынужден сказать, что на этом фоне наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности. Не справился. Не скрою, мне предлагали различные высокие должности, но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то по логике провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти. Конец цитаты. Напомним, руководителем администрации президента назначен Джансух Нанба. Временное исполнение обязанностей министра по налогам и сборам возложено на заместителя министра Мираба Логуа. Экономика Абхазии обладает колоссальным потенциалом и может позволить себе меньше зависеть от России. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью агентству «Спутник Абхазия». Он рассказал о новых подходах в инвестпрограмме на 2023-2025 годы, развитии энергетики и гармонизации законодательств двух стран. Он также отметил, что Москва продолжит содействовать обновлению и развитию энергетической инфраструктуры республики, а новая инвестпрограмма поддержит абхазский бизнес. На данный момент экономика республики уже находится в том состоянии зрелости, когда она должна, как это ни странно звучит, но позволить себе меньше зависеть от прямых дотаций от Российской Федерации. Когда экономика республики должна развиваться за счет собственных возможностей, того потенциала, который есть, а потенциал колоссальный. Это и туристическая сфера, и санаторно-бальнеологическая сфера, это и сельское хозяйство, это и переработка, это много-много направлений, которые можно и нужно в республике развивать. И вот мы решили пойти этим путем. Безусловно, мы продолжаем софинансировать повышение заработных плат. У нас в результате нашей программы до 2025 года очень серьезно, по-моему, там в 2,5 раза должны вырасти средние заработные платы по государственному сектору. Естественно, за этими заработными платами должны подтянуться зарплаты и доходы населения в частном секторе. У нас на 20% должен вырасти валовый внутренний продукт республики. Это очень серьезный рост за 3 года, очень серьезная динамика. Но что самое главное, у нас также, как один из целевых показателей нашей программы, заложено уменьшение зависимости доходов республиканского бюджета от прямых дотаций из Российской Федерации. Это значит, что экономика республики за счет инвестиций, за счет правильно выбранных объектов для инвестирования, за счет правильно выбранных проектов для того, чтобы туда заходили как государственные, так и частные инвестиции, чтобы экономика начала создавать новые рабочие места, начала генерировать прибыль. Эта прибыль в виде налогов поступала бы в республиканский бюджет, и республиканский бюджет был бы более независим от прямых российских дотаций. Это моя убежденность, что это очень хорошо. Это именно вопрос, который определяет настоящий суверенитет, настоящую экономическую независимость. Безусловно, все эти 3 года
Когда будет выполняться программа, это вот мы в 2022 году начинаем, к 2025 году планируем подводить итоги. Безусловно, Российская Федерация, все органы государственной власти, которые задействованы в этой работе, Министерство экономического развития, Министерство финансов, отраслевые ведомства, они, безусловно, будут рядом, они будут выполнять все свои обязательства, они будут помогать. 2 дополнительные полосы движения для легковых машин построят в начале сентября на пункте пропуска российско-абхазской границы, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни. Вопрос развития МАП «Адлер» и увеличения его пропускных мощностей обсудили на совещании под руководством главы Минэкономразвития Максима Решетникова с участием представителей Минтранса России, Росгранстроя, Краснодарской таможни, таможенного поста, погрануправления ФСБ России. Реконструкцию пункта пропуска «Адлер» планируют в 2022-2025 годах. В связи со значительным увеличением количества пар пассажирских поездов в южном направлении введены ограничения по срокам доставки грузов. В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1,5 месяца вместо 10-15 дней. Министерство экономики и Абхазская железная дорога совместно с РЖД проводят работу по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемых в республику. В приоритете поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки. В пути на разном удалении от республики находятся цистерны с топливом компаний «Эран Абхазия», «Азид», «Апсны Ойл» общим объемом порядка 4000 тонн, сообщают в Минэкономике. Между тем, в сети АЗС «Азид» введены временные ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов. Значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от нас причинам не поступила в Абхазию. Все это время поддержание необходимого объема топлива на АЗС компании осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС «Азид» в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний, отмечается в сообщении компании. На ряде АЗС «Азид» осуществляется отпуск топлива по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. По мере поступления необходимых объемов реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме, обещают в компании «Азид» и извиняются за доставленные неудобства. Вместе с тем, гендиректор «Апсны Ойл» Олег Лакоба рассказал «Спутник Абхазии» о проблемах с поставками топлива. Главное, потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном транспорте. Для грузовых составов с топливом работа ЖД практически парализована, так как кратно увеличилось количество пассажирских составов на юге России. Им отдается предпочтение. Поставки в Абхазию в настоящее время в основном осуществляются автомобильным транспортом. С этой схемой тоже возникают проблемы. Пробки на дорогах, простой на границе, отсутствие топлива на нефтебазах. В резервуарах заправок хранится объем топлива, которого хватает до 2 суток. Очередей на заправках самой компании нет, по мнению Лакоба, из-за маленькой доли на топливном рынке. Это 10%. Об итогах работы правоохранителей вы узнаете в сводке пресс-службы Министерства внутренних дел. Жителю Гулрыбского района Габели Руслану Родиковичу 1970 года рождения вменяется культивирование запрещенных к возделыванию в Республике Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел совместно с отделом милиции поселка Дранда ОВД по Гулрыбскому району, в результате чего при обследовании приусадебного участка домовладения в селе Бабышара, принадлежащего гражданину Габели, были обнаружены корни растений конопли. Изъятые растения содержат наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для изготовления наркотического вещества марихуана. На момент задержания домовладелец и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Руслан Габели водворен под домашний арест. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 228 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел.
Незаконно возделывал на своем приусадебном участке в селе Таро-Абхазское запрещенные растения в крупном размере Габуня Ремзик Фриканович, 1990 года рождения. Корни конопли, содержащие наркотически активные компоненты. При исследовании территории домовладения по месту проживания гражданина Габуни обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Следственной группой районного отдела внутренних дел в отношении Ремзика Габуня по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Последний заключен под стражу. Также в Ачимчирском районе у жителя села Таро-Армянское Мягкого Артема Валерьевича, 1981 года рождения, изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и наркотическое вещество. В ходе обследования жилища, принадлежащего данному гражданину, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции отдела внутренних дел по Ачимчирскому району в спальной комнате была обнаружена 2-литровая стеклянная банка с растительным веществом внутри, как установлено экспертами, наркотическим средством марихуана. Также гражданин Мягкий незаконно хранил огнестрельное оружие, технически исправный и к производству выстрелов пригодный самозарядный карабин конструкции Симонова калибра 7,62 мм и боеприпасы к нему, которые сотрудники милиции обнаружили и изъяли. При обследовании приусадебного участка домовладения обнаружены, изъяты, рассажены в цветочные горшки корни растений конопли, содержащие наркотически активные компоненты. По факту незаконного культивирования запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, хранения наркотического вещества без цели сбыта, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия в отношении гражданина Мягкого следственным подразделением Ачимчирского РОВД возбуждено уголовное дело. 14 августа последнему избрана мера пресечения – арест. В столице в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками первого отдела милиции УВД по городу Сухум изъято огнестрельное оружие. Пистолет барабанного типа с 9-миллиметровыми патронами к нему сотрудники милиции обнаружили в салоне автомобиля под управлением Зантаи Романа Ивановича, 1961 года рождения. Как установлено в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое оружие является самодельным короткоствольным нарезным револьвером, технически исправным и пригодным для производства выстрелов, а патроны боевые. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов отделом дознания УВД по городу Сухум в отношении гражданина Зантария возбуждено уголовное дело. Последний пребывает под домашним арестом. Образование и культура. С 15 по 18 августа в Гагре проводится международная летняя школа «Учитель года», сообщает Министерство просвещения и языковой политики. Работа школы ведется по 5 направлениям: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология, химия. Международная летняя школа «Учитель года» — это дискуссионная площадка и одновременно школа развития для учителей. Основная задача — знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. Участники мероприятия — преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений. Детский хореографический ансамбль «Аддац» из Гудауты занял первое место в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Паруса надежды» в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель ансамбля Руслан Дбар. Ребята поблагодарили премьер-министра Александра Анкваба за содействие в поездке и вручили ему памятный подарок – кинжал. В завершении о погоде. Во вторник, 16 августа, в Абхазии небольшая облачность, ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода, атмосферное давление пониженное, температура воздуха ночью от 20 до 25, днем от 29 до 34 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.